Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио ТИТИМ Саха-Радио, национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Ольга Степанова и Максим Владимиров. В студии ведущий редактор Юрий Сергеев. Доброго дня. В нашей сегодняшней передаче она состоит из двух блоков, и во второй части мы обратимся к теме, когда и где происходили землетрясения в нашей республике, в том числе и в городе Якутске. Вот об этой теме мы поговорим со специалистом. Ну, а прямо сейчас, как известно, в конце марта в Мурманске состоялся 6-й международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Хочу представить вам гостя студии, участника форума. Это Железняк Михаил Николаевич, доктор геолого-минералогических наук, директор Института мерзлотоведения имени Мельникова, Сибирского отделения Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, академик Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые телезрители, радиослушатели. Да, я тоже к вам обращаюсь. Телефоны прямого эфира уже включены, поэтому если у вас в ходе нашей сегодняшней телерадиопередачи возникнут вопросы Михаилу Николаевичу Железняк, то, пожалуйста, звоните нам. Напомню, это 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Итак, Михаил Николаевич, вы участник, наверное, уже не первого, такого арктического форума, посвященного развитию этого, крупномасштабного региона у нас в стране. Действительно, каковы особенности нынешнего, прошедшего в Мурманске? Пожалуйста, какие особенности? Да, уважаемые коллеги, конечно, Арктика – территория диалога. Под таким лозунгом, наверное, проводятся уже несколько лет подобные конференции. Да. Но в этом году мне особенно, я считаю, что даже какая-то удача или посчастливилось участвовать в Мурманске, потому что не конференция, а этот Международный арктический форум, он существенно отличается от предыдущих форумов. Чем отличается? Его отличие в девизе «На севере жить». То есть весь форум, он был посвящен тому, как нужно осваивать северную территорию. А осваивать ее нужно так, чтобы там жить. Именно жить, а не приезжать вахтово, временно. Как решить эту задачу? Поэтому были рассмотрены на этом форуме очень много круглых столов, дискуссионных площадок. Оно, конечно, усложняет работу, потому что, работая 2 дня, когда у нас с вами 19 круглых столов и площадок, хочется посетить, по крайней мере, мне хотелось 15 где-то, на которые, конечно, я физически не смог усесть. Что такое, еще раз, этот форум? Это 1300 человек участников из 21 страны. Да, представительство стран было не очень большое всех стран, но тем не менее из 21 разной страны люди были. Какие вопросы рассматривались на форуме? Я просто где-то пробегусь по этим секциям и круглым столам, которые проходили, наверное, в диалоговом моменте. Это перспективы туризма рассматривать. Я не буду говорить по значимости, а скажу, как они начинались и как они стояли в графике. Это перспективы туризма. И было тоже отмечено, что действительно туризм в Арктике – это особая часть. И туда люди едут, и туда люди хотят ехать и увидеть эту Арктику, несмотря, как мы часто говорим, да кто ж туда поедет за такие деньги, за такие условия? Нет. Оказывается, наша практика показывает последние годы. Конечно, одна из серьезных проблем, о которой говорились, и много говорил и наш глава республики и наши с вами министры о северном завозе, о необходимости государственной поддержки. Еще раз подчеркивался тот вопрос, что иногда за один сезон мы с вами не можем доставлять грузы в те или районы. Совершенно удивительно, что было это.
то, что в Мурманске сделана программа, образовательная программа «Муравьев-Амурский 2030». Что это такое? Это программа подготовки руководящих кадров вот как раз для работы в арктических условиях. И здорово, что это и подчеркивалось, и выступавшие об этом говорили, о том, что это не подготовка каких-то людей, которые будут работать в Совете Федерации в Москве, хотя это нужно, наверное, но тем не менее основная задача была подготовить людей, чтобы они смогли работать именно в наших арктических территориях, главами администрации и вообще в администрациях. Это, конечно, говорилось о преференции и об особенностях бизнеса, как бизнес может зайти в Арктику. И вообще вот эта тематика государства и бизнес, очень много об этом говорится, это именно они могут поднять Арктику. Ну и, конечно, одна из основных тем, а, наверное, и основная тема, это Северно-морской флот. Говорилось много о ледокольном флоте, о развитии этого флота. И в пленарном докладе Владимир Владимирович еще раз подчеркнул, как движется наш ледокольный флот, что пока это наиболее сильный и мощный флот в мире. Это, конечно, говорилось о развитии опорных населенных пунктов. И у нас с вами в Якутии это Тик-Синайба, это тот опорный населенный пункт, который будет развиваться. И опять же на пленарном заседании президент Российской Федерации обратился к нашему правительству, к губернаторам, о том, что к правительству обратился, что нужно пересмотреть и увеличить финансирование на эту, бюджетное финансирование на эту статью, привлечь сюда бизнес и считать это одним из основных моментов. Ну, был как раз круглый стол или дискуссионная площадка, это геотехнический мониторинг, это меры по адаптации к процессам таяния вечной мерзлоты. Ну, вообще я считаю, что вот геотехнический мониторинг, и нужно говорить о мониторинге, и мне особо было приятно, почему мне, может быть, понравился очень форум о том, что, опять же, в пленарном заседании, когда президент обращался к нашим губернаторам и к нашему правительству, он сказал об одном, что нам нужно создавать центр по мониторингу вечной мерзлоты арктической зоне, понимая, что эта проблема связана не только с инженерными сооружениями, как сейчас пытаются все это сделать, это связано и с природной средой, а это значит работа, занятость местного населения, как дальше жить. Экологическое благополучие, конечно, этот вопрос тоже был очень важный. Секция была очень насыщена, это о коренных народах малых, и как построить, и как строиться. Были шикарные совершенно примеры о том, как подходит бизнес к этому. Это комплексный подход, рассматривался комплексный подход, были предложения по рассмотрению комплексного подхода к развитию Арктики. Ну и вопрос встал и обсуждался на нескольких секциях. И вот все эти секции, они какие-то вопросы, конечно, были смежные, перемежались, и поэтому очень важно бы было пообщаться на разных секциях, но опять же вот такой момент не позволяет это. Вот по международному сотрудничеству. Да, у нас вот страны, которые, арктические страны, они сейчас находятся, вы знаете, в связи с таким геополитическим положением, не приезжают, не обсуждают арктическую проблему, но есть заинтересованность, как ни парадоксально, наших южных стран, которые готовы работать в Арктике, исследовать Арктику, делать какое-то оборудование для холодных регионов. Это дальше территория возможностей для бизнеса, я не говорю. Удивительная секция была, это жены героев. Да? И рассматривалась роль женщины и вклад в развитие Арктики. Ну вот, понимаете, сначала, когда читаешь, думаешь, жены героев, женщина, роль Арктики. А на самом деле, что там в Арктике делать без женщин-то? Они и красота, и уют, и все наше. Понимаете, это секция, и действительно об этом нужно подумать, как дать возможность женщинам, чтобы они туда ехали, чтобы это их привлекало. И, конечно, это будет будущее наше. Вот о развитии ресурсной базы не особо хочется сказать о том, что мы говорили с вами, ресурсная база Арктики, она очень многогранна, очень много. И опять же, Владимир Владимирович обратился к нашему правительству, чтобы пересмотреть, а одно из указаний было, что в ближайшее время увеличатся государственные ассигнования на геологическую разведку, чего мы с вами потеряли уже на протяжении, наверное, последних 15-20 лет. Ну и говорили об арктических брендах, платформы развития. Да, есть бренды, есть совершенно изумительные танцы, есть совершенно изумительные продукты, которые выпускаются. Это бренды Арктики. Их нужно развивать. И это тоже один из моментов. Говорилось о логистике
и о контейнерных перевозках. Логистика, Североморской путь связывают с огромным вот этим кругом и транспортной артерией, и, конечно же, новые порты, которые будут строиться, и вот эти области нашего активного развития, это, конечно же, связано с такими контейнерами перевозки. Говорилось о горизонтах развития, рассматривались горизонты развития науки, технологий и гуманитарного сотрудничества. То есть территория Арктики тоже для этого открыта. И еще раз говорю, есть интерес у китайских, индийских коллег вот для участия в арктической тематике. И вот, конечно же, я уже говорил, что состояние и благоприятная среда обитания, жизнеобеспечение, нормальная жизнь в Арктике, и вот я еще раз, мне очень понравился, не потому что я там что-то хочу восхвалить и так далее, хотя тут можно много говорить отличных слов, шикарных слов про нашего президента, но тут он действительно обратился к тому, что нам нужно сделать так, чтобы люди жили в Арктике, не приезжали туда пережить, заработать деньги, а чтобы они жили и чувствовали, да, сложные условия они должны зарабатывать, но жить они должны в хороших условиях. И это нам сделать по силам. Да, действительно, Международный арктический форум решал действительно такие реальные, сложные, с одной стороны, задачи, да, но и перспективы имеющие, конечно, вот для развития этого макрорегиона. И, кстати, вот вы говорили, что президент России Владимир Путин выступил с предложением организовать Центр мониторинга вечной мерзлоты и привлечь к исследованиям ведущие научные институты, да, Михаил Николаевич? Вот эта мысль все-таки прозвучала, ведь я помню и на Северном форуме у нас тоже это прозвучало из уст некоторых, скажем так, ученых, представителей регионов Российской Федерации. Ну, это как бы немножко слова, но как вы представляете вот создание вот такого вот мониторинга, центра мониторинга вечной мерзлоты, вот, на ваш взгляд? Ну, на самом деле, это действительно шаг необходимый, и то, что мы с вами в России начали создавать такую систему мониторинга, да. Вы знаете, как она сейчас происходит, есть такой указ, и это после Восточного форума, после того, как межлотоведы дали оценку, что может произойти, вот мы решили создать систему мониторинга, но, к сожалению, я говорю, к сожалению, я это говорю и в Государственной Думе, и у нас с вами в Республике, к сожалению, написание и подготовка этой программы, как наблюдать, она идет не из рук специалистов. Понимаете? Сделать мониторинг и отчитаться в 2025 году, что мы сделали мониторинг, можно. Но на самом деле задача-то мониторинга для того, чтобы делать прогноз, чтобы мы с вами совершенно спокойно могли жить. А для мерзлоты это делать совершенно спокойно. Это консервативная система. Мы должны наблюдать такие параметры, которые нам позволяют, наблюдая их, нам позволит дать оценку или разработать превентивные мероприятия. Там нет такого, что через 10 дней, как в сейсмике. Там у нас есть с вами годы. Пару лет, тройку лет, 5 лет, 10 лет даже. Но это нужно знать и тихонько к этому двигаться для того, чтобы не тратить финансы. Поэтому я глубоко, вот просто для меня это был один бальзам на душу, даже там ряд губернаторов подошли, поздравили, что Михаил Николаевич, вот видите, как к мерзлоте относятся во всем этом. Я надеюсь, что будет создан центр. Где он будет создан, это второй вопрос, потому что центр он так и, Владимир Владимирович так и озвучил, что нужно создать центр мониторинга вечной мерзлоты в арктической зоне. То есть это мониторинг, я еще раз говорю, геотехнический и мониторинг природный, фоновый мониторинг. Вот эта система позволит нам, наверное, адаптироваться к природной среде, где-то управлять ей, потому что, воевать с природой не стоит. Нужно научиться жить в этих условиях и делать какие-то мероприятия, научиться правильно строить, научиться правильно осваивать территорию. А то, что идет климатические изменения, у нас с вами меняется природная среда, хоть что вы сделаете, вы не поменяете эти вещи. Она будет идти, и то, что мы говорим, там уменьшение СО2, и все это приведет. Да, такие параметры СО2, они на протяжении развития нашей с вами Земли много раз были. Поэтому вот то, что нам нужно нормально создавать систему контроля, начинать с малого. Начинать с малого, но к этому надо двигаться. И если мы создадим такой центр, то, несомненно, мы с вами нормально будем строить. А наука в чем может помочь? А наука может помочь на первых стадиях. Никогда здание рушится.
а когда оно начинает строиться и когда оно эксплуатируется. Вот, кстати говоря, глава государства напомнил, что особенность в Арктике, конечно, в том, что строительство ведется в условиях многолетней или вечной мерзлоты, и действительно отсюда вот особые требования должны быть предъявлены и к проектированию, к самой конструкции зданий, сооружений, их надежности. Но это тоже как бы не новость, да, она ведь тоже звучала и на других площадках, подобных прошедшему международному форуму, но вот это тоже. А все-таки какие вот решения, рекомендации были приняты в конце вот этого прошедшего форума? Какая была резолюция, что ли? Что конкретно было дано поручения какие-то, наверное, правительству России? Правительству даны были поручения. Регионам. Вот, поручения, связанные вот с то, что с геологическим изучением, связанные с организацией мониторинга. Ну, а то, что рекомендации, они сейчас готовятся. Рекомендации, это были собраны предложения, и они буквально в течение этой недели рекомендации должны появиться. А вот те направления, которые озвучил Владимир Владимирович Путин, я о них говорил, ну, это, наверное, вот то направление, в котором мы должны с вами развиваться для освоения Арктики. То, что создание, мы говорим о создании и системы контроля, и научиться правильно строить, это все реально. Но самое главное, мы должны понимать, что Арктики у нас 3, они все совершенно разные. Это западный сектор Арктики, где практически нет мерзлоты, другие условия, немножко климатические, природные условия, хотя она где-то по внешнему виду близка и к нашей восточной. Это центральный сектор Арктики, где та же опять состояние мерзлоты, я как мерзлотовед говорю, оно носит там деградирующий характер. И восточный сектор Арктики, это наш сектор Якутский, Чукотский, это север Красноярского края, где у нас мерзлота более-менее устойчивая, и нам нужно учесть опыты того, что было в Западной Сибири и как сейчас происходит строительство, и не допустить этого. А это решение технических вопросов решено. И, конечно же, в Арктику заходить без понимания, что холод – это ресурс, то есть криогенный ресурс, его можно использовать и для получения энергии, и для обеспечения зданий и сооружений. Просто нужно правильно это делать. Ну, осталось совсем немного времени до конца эфира, Михаил Николаевич. Вот такой вопрос. Ваш институт действительно единственный институт мерзлотоведения вот здесь на Дальнем Востоке у нас, имени Мельникова, Сибирского отделения Российской академии наук. Сейчас вот, ну, исходя из тех положений, что тех, наверное, будущих рекомендаций, которые, то, что было сказано вот на этом международном форуме, что-то вы для себя уже определили, какие-то пути направления деятельности института? Ну, институт мерзлотоведения занимается фундаментальными проблемами мерзлотоведения. Вот для нас открытий нету во всем этом деле. Мы для себя определили, что нужно дальше двигаться и активно участвовать в создании системы контроля за состоянием многолетних мерзлых пород, разработки технологий. Ну, вот разработка технологий – это эксперимент, это опыт и так далее. У нас очень много нашими российскими и мировыми инженерами сделано различных технологий, которые нужно правильно применять. Нет ни одной технологии, которая может применяться везде. Все технологии, они должны быть адаптированы к определенным условиям. Вот это колоссальная задача, которую нам в ближайшее время необходимо решать. Так, ну еще у нас минута, чуть больше. Михаил Ильич, что бы еще добавили, обращаясь к нашим телезрителям, радиослушателям? Я думаю, что им тоже будет интересно узнать, что дальше, перспектива какова? Ну, перспектива наша нормальная жизнь. Мы часто говорим вот о том, что вот идет потепление климата, таяние мерзлоты. Ну, я бы сразу хотел сказать, что на нашей с вами Земле никогда не было каких-то стабильных ситуаций. Да? Ну, пусть это в геологическом плане это длительные периоды. Мы сейчас с вами живем вот в 50-летний период, когда идет интенсивное изменение климата. Ну, например, вот у нас с вами в Якутске, где мы находимся, это среднегодовые температуры повысились на 3,5 градуса. Да. Катастрофа это или нет? Проблемы для некоторых территорий, где близко залегает ледовый комплекс. Это Чурапчинская, Мгинская территория. Да? Но нам нужно сейчас дальше смотреть. И зато там есть территории, где можно нормально строить. Нам нужно подбирать технические решения, понимая среду, зная среду. Мы начинаем строить, выбирая какие-то технические решения. Технические решения, которые не могут работать в этих природных условиях, природно-технических условиях. И вот зная состояние природной среды, строя те же дороги, те же здания, никаких нет проблем у нас с вами
это нормально строить, только это нужно строить Хорошо. Нормальным инженером. Михаил Николаевич, спасибо вам за это интервью, за этот подробный рассказ о прошедшем арктическом форуме. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу, потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим передачу «Якутск сегодня». Оставайтесь с нами. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это передача «Якутск сегодня». Продолжаем телерадиопрограмму. Сегодня мы поговорим о том, что наша республика является ли вообще территорией с повышенной сейсмичностью, сейсмической активностью, как говорят в научном мире. И в феврале этого года сообщалось о 2 землетрясениях у нас в Момском районе, было в Верхоянском, и совсем недавно. Те же Ленские столбы у нас тоже, как говорится, стало известно во всех средствах массовой информации. И буквально, по-моему, на днях тоже было что-то в Южной Якутии произошло. Давайте мы эти вопросы обратим к нашему собеседнику. Это ведущему инженеру-геофизику Якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Альбине Семеновне Куляндиной. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Если рассказать о нашей организации... Да, пожалуйста, вначале наверное, познакомьте, что же центр, чем он занимается? Единая геофизическая служба федеральная и включает в себя 11 филиалов, в том числе и якутский. Якутский филиал Единого геофизического службы работает уже 70 лет, занимается мониторингом сейсмичности территории Республики Саха-Якутия, а также ближайшие территории Амурской области и Хабаровского края. Мы занимаемся мониторингом сейсмичности. В составе нашего наблюдения 20 сейсмических станций на территории нашего изучения, и они регистрируют, фиксируют землетрясения природные, а также и техногенные. Да, и все-таки каковы особенности тектонического строения и рельефа, которые влияют на сейсмическую активность у нас в республике? Как оцениваете? Наша территория Якутии, она очень обширная, в восточной части Сибири. Геологическая и тектоническая структура, она отличается сложностью и разнообразием. А главной ключевой сейсмотектонической зоной являются 2 ключевых зон. Это Арктико-Азиатская сейсмическая зона и Байкало-Становая сейсмическая зона. Вообще структура литосферы северо-востока России определяется 4 литосферными плитами. Это Евразийская, Североамериканская, Амурская и Охотоморская, и границам которых соответствуют Арктико-Азиатский и Байкало-Становой сейсмические пояса. Если обратиться к территории нашей республики, какие районы подпадают тогда, улусы? Да, попадают, получается, Верхоянский улус, Аймяконский улус, Томпонский улус, Вена-Вытантайский улус, это если арктические районы Якутии, и Булунский улус, а если Южная Якутия, то это Алтанский, получается, Нирингринский и Оленёкский. Алюкминский. Алюкминский, да. Алюкминский район подпадает. И город Якутск тоже все-таки, что-то эхо иногда достигает территории города Якутска. Да, до города Якутска макросейсмические эффекты ближних и трансферных землетрясений попадают. Давайте тогда назовем нашим телезрителям и радиослушателям, когда и где произошли самые такие сильные, разрушительные землетрясения в нашей республике.
такие тоже у нас были? Да. Разрушительные. Самыми сильными землетрясениями на территории Якутии считаются булунские землетрясения, которые произошли в 1927-1928 годах. Это Хараулахский хребет, северное верхояние. Это исторические события. А в период инструментальных, то это Тасюряхское землетрясение, Южная Якутия. Ее эффекты были отмечены в Забайкалье, Преамурье. Также идет Арктикское землетрясение, фотографии, которые мы покажем на экране. Да. Она была отмечена от поселка Хану до города Магадан. Южно-Якутское землетрясение в 1989 году. Ее отметили Центральная Якутия и Южная Якутия, то есть в городе Якутска она чувствовалась. Также Илин-Тасское землетрясение 2013 года. Ее почувствовали 5 арктических районов Якутии. Скажите, а вот если брать в баллах, да, это сколько примерно считается разрушительным землетрясением? В Якутии самые сильные землетрясения 9 баллов. 9 баллов, да, вот то, что вы называли, да, вот такие разрушительные. Да, это я назвала именно сильные землетрясения, 8-9 баллов. Ну, а в среднем по республике вот какие, вот, ну, не, скажем, не разрушительного характера, скажем, да, вот то, что недавно произошло. 2-3 балла. 2-3 балла, да, да. В общем-то здесь. Это ощущается людьми. Тоже ощутимо, наверное. Да. Ну и вот какова была интенсивность сейсмических воздействий на, скажем, на территории нашего городского округа, город Якутск, да, вот, за период инструментальных наблюдений вот, вашей организации? По сейсмостатистическим данным и инструментальным наблюдениям с 1960 года по 2023 год, если взять, да, то за последние 200 лет в пределах города Якутска имели место сейсмические воздействия 2 балла, в среднем интервалом 13 лет. 3 балла 20 лет, 4 балла 66 лет и 5-6 баллов 200 лет. Одно из самых близких к городским кварталам землетрясения это произошло в 1979 году в Кангаласской протоке, в районе Кангаласской протоки. Также в Якутске наблюдалось землетрясение Южно-Якутское. Ее макроэффекты добрались до города Якутска в 1989 году. Также, если рассказать про близкие землетрясения, то в 2004 году в селе Мырыла, ближайшее село Мырыла, Черепчинского района, произошло тоже землетрясение. В 2006 году зарегистрировано землетрясение на территории реки Синяя. В 2007 году произошло крупное землетрясение в хребте Сеттедабан Томпонского района. В 2008 году вблизи поселков Техтюрь и Актемсы тоже произошло землетрясение. И 24 мая 2013 года произошло землетрясение в Охотском море, в акватории Охотского моря, но вот эффекты тоже город Якутск ощутила. Его макроэффекты добрались до Москвы, и город Якутск тоже его ощутил. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если есть какие-то вопросы, вот Альбине Семеновне Куляндина, ведущему инженеру-геофизику Якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба», пожалуйста, звоните нам на телефоны 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну, конечно, вообще сейсмическая активность, она меняется, наверное, да, скажем так, с года в год, может, какие-то десятилетия охватывает, да, в нашей республике. Вот. Как это заметно? Сейсмическая активность меняется, наблюдается период роста или спада, но в целом она не усиливается. В сейсмотектонических зонах Якутии по-прежнему регистрируются землетрясения. Последние годы в районе моря Лаптевых были сильные землетрясения. Также наблюдается рост сейсмической активности в Южной Якутии. Помимо природных землетрясений, здесь фиксируются и техногенные землетрясения.
Угу. Ну, значит, последние десятилетия все-таки больше активизируются, да, видимо, так все-таки в эту сторону. В сторону техногенных землетрясений, да. Более техногенных землетрясений. Да. А с чем это связано, на ваш взгляд? Ну, тут добыча полезных ископаемых, также гидроэлектростанции, то есть действие человека, получается, да, добавляются техногенные землетрясения. То есть влияние человеческого, да, человеческого вот, на эти вот... Развитие промышленности то также влияет на и нашу землю. Ну, скажем, если, не будь у нас, скажем, таких много промышленных предприятий, то могло быть и активность поменьше, да? Так, скорее всего, если... так все равно... Или все-таки наша мы все равно находимся... территория подвержена? Да, мы все равно находимся на стыке литосферных плит. У нас через наш регион проходит два совершенно разных по своим механизмам сейсмотектонические зоны. Так что землетрясения в нашей местности есть. Ну, если говорить о подготовительных мероприятиях, да, следует, наверное, провести перед началом строительства вот этих же высотных зданий, да, социально значимых сооружений, таких как больницы, школы, детские сады, также промышленные, конечно, объекты тоже, электростанции, газораспределительные станции, горно-промышленные предприятия на территории. Конечно, здесь, наверное, будет очень... Надо быть внимательным, наверное, и подойти как-то более компетентно, наверное, да? Наша организация проводит сейсмическое районирование, задача которого состоит в оценке потенциальной сейсмической опасности, которая выражена в максимальной возможной интенсивности землетрясений. Оценка интенсивности основывается на землетрясениях прошлых лет, а также особенностях геологического строения местности. В зависимости от детальности проводится общее сейсмическое районирование, это учет крупных сейсмогенерирующих зон, определяющих сейсмичность районов, а также в соответствии с действующим комплектом нормативных карт ОСР-2015, которые тоже будет показано на экране. Сейсмическое микрорайонирование также мы делаем. Тут уже учет влияния местных тектонических, геоморфологических и грунтовых условий. Скажите, Альбина Семеновна, вот Дальневосточный федеральный округ, там ведь несколько регионов же у нас, да, территории все-таки, соседние по соседству с нами находящиеся, там же Амурская область, да, Иркутская область. В общем-то, здесь вот как у них это тоже? Если там что-то произойдет, то отголоски доходят и до нас, наверное. Да, макросейсмический эффект близких землетрясений к нам идет, да. Получается, у нас тоже есть Байкальский филиал и Магаданский, тоже с ними работаем. То есть по России у нас 11 организаций, которые занимаются мониторингом сейсмичности. А вот последние, если взять десятилетие, может быть, еще более длительный срок, активизировался все-таки вот эти вот у нас точки землетрясений, вот этих вот изменений каких-то, в недрах нашей Земли. В основном землетрясения часто происходят в зонах орогенеза, то есть в зонах горообразования. И так как зоны эти связаны с активными тектоническими процессами, и, как правило, землетрясения возникают в областях наиболее резкого колебания высот, то есть там, где горы чередуются с впадинами, и поэтому у нас в Ленских столбах недавно, тоже произошло землетрясение. Вот у нас тоже люди все-таки в социальных сетях писали, связывают это, конечно, с некими силами такими, небесными и так далее, что там мы проводим различные праздники и так далее. Это, наверное, не так, да, скорее всего? Как вы считаете, как специалист? Ранее на этой территории землетрясение не регистрировалось. Да? Не было вообще? Или... Именно конкретно на этой местности нет, но зона скалистая. Считается, что она раньше была дном моря, так как тут, получается, тектоническое строение у него сложное, то тут может фиксироваться землетрясение. А раньше было в Синских столбах, на территории реки Синяя, там фиксировалось землетрясение. А в этом году у нас Ленские столбы.
Также ближайших у нас еще регистрировалось Горном, Чураптинском и Алекминском. Так, у нас телефонный звонок, пожалуйста, наушники оденьте. Алло. Добрый день. Добрый день. В Библии предсказано, что последние дни будут наводнения, войны и большие землетрясения. К сожалению, мы живем последние, по пророчеству Библии, там люди должны успеть спасти свою душу. Поэтому вот природа предупреждает. Да, природа предупреждает. Ну, это ваше мнение, да, действительно. Ну, хорошо, спасибо. Как прокомментируете? Ну, возможно, да, такое может быть, да. Всегда мы должны быть хорошо относиться как к своей матери, к нашей земле, да. Если мы ее повреждаем, то в ответ он тоже нам дает сигналы. Тоже так считаю, да. А вот скажите, пожалуйста, а как и куда человек, ощутивший вот землетрясение, может сообщить о случившемся? Например, если он услышал сильный гул, почувствовал дрожь земли, заметили, что дом качается, или, скажем, предметы там упали со шкафа, так и так далее, и так далее. Ну, это человек тоже ощущает, наверное. Вот куда обратиться в первую очередь? Обратиться можно на наш сайт якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН. Заполнить там электронную анкету, называется «Сведения о землетрясении», и мы получим ее. Понятно. Ну, а ваши действия тогда какие там? Мы собираем макросейсмический анализ, то есть мы собираем у людей их реакции, смотрим, что у кого там бывает, так что трещина в стене, у кого-то там кстати, картина. Бывают такие случаи тоже, картина двигалась. Так мы бальность определяем по тому, что как разрушилось, что услышали люди, гул услышали, у кого-то сильно качалось здание, да. А также часто ощущают в высоких зданиях, с мебели падают предметы. Также животные становятся беспокойными. Это мы все собираем. Мониторите ситуацию, да? Да. Ну, кстати говоря, это называется макросейсмический анализ, мы его собираем. Вот, кстати говоря, вот эти высотные здания, скажем, 10-15-этажные, вот по баллам, если взять, говорят, в верхних этажах там больше ощущается. Да, там качается, да. Да, это, в общем-то, надо быть очень внимательным тоже, наверное, к этим. У нас осталось буквально где-то минута с лишним, да. Альбина Семеновна, что бы вы хотели еще сказать, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям, вот по сегодняшней теме? Я хотела бы, чтобы люди, если там ощутили землетрясение, да, обращались к нам, потому что нам очень важно, чтобы люди свое ощущение, что они видели, услышали, что почувствовали, все это нам отправляли, заполняли наши анкеты, так как это очень важно, чтобы составить макросейсмический балл местности. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, вот на этой ноте мы завершим нашу сегодняшнюю передачу в целом «Якутск сегодня», 2 ее блока. Конечно, мы посвятили сегодня ее в целом арктической зоне, нашей территории Республики Саха-Якутия, вечной мерзлоте, землетрясениям, которые происходят. Нет. До свидания, чтобы этого не было у нас никогда. Всего доброго.